Этот город стал для фашистов Сталинградом на Тереке. Город воинской славы Малгобек на себе пережил весь ужас и трагедию войны. Именно в этом месте, где расположился памятник его защитникам, проходила передняя линия обороны в 1942 году. Кровопролитные бои тогда унесли жизни 120 тысяч наших воинов. В память о погибших бойцах минута молчания и оружейный салют. Огонь! Есть! Огонь! Здесь не только памятник защитникам Малгобека, но и мемориальное кладбище самих героев. Поисковые работы в Малгобекском районе начались в 2010 году. Неподалеку отсюда также организовано несколько мест братских захоронений. А это создали в 2015 году. Самое крайнее перезахоронение произвели на днях, 5 мая. Братская могила героев, погибших 80 лет назад, еще совсем свежа. Мы сделали захоронение, 5 бойцов мы похоронили. Общей сложности сегодня, на сегодняшний день, за эти 15 лет нашей деятельности здесь похоронено 190 бойцов. Под свою опеку территорию мемориального перезахоронения взяли сотрудники полиции. Своими силами облагородили ее и сегодня возлагают цветы к ногам каменного воина. Их поддержали работники прокуратуры, администрации главы региона и представители власти Малгобекского района, Главного управления МЧС России, Юнармия, поисковики и защитники границы. У мемориального кладбища неизвестным героям Отечества мы вновь осознаем цену Великой Победы и величие подвига поколения победителей. Малгобек – город воинской славы, ставший в годы Великой Отечественной войны символом стойкости и героизма советского солдата. На этой земле шли ожесточенные сражения, в которых каждый солдат, являясь примером исключительной самоотверженности, внес неоценимый вклад в дело государственной важности. Кровопролитное противостояние наших воинов в Малгобеке было знаковым. Танковая дивизия СС «Викинг» разбила здесь о героическую оборону советских солдат и рабочих нефтяников, похоронив надежду Третьего рейха на покорение Кавказа. Вы знаете, что Малгобек переходил из рук в руки несколько раз. Немцы к нам сюда поднялись в августе, начали подниматься со стороны, вы знаете, Моздока. И вот здесь проходили все эти основные боевые действия. Как известно, нефть – это кровь войны, а гитлеровские войска испытывали дефицит в хорошей нефти. Враг знал, что на этих территориях Советского Союза добывают качественное сырье. Цели были понятны. До ближайшей нефтяной вышки от места боев оставалось всего 47 километров. Но наши войска не позволили фашистам долго топтать эти земли. Гитлеровцы везли с собой 5000 нефтяников. Нельзя было позволить фашистским паразитам присосаться к артерии с черным золотом. Стоит отметить, что буквально несколько дней назад неподалеку полицейские за личные средства реконструировали памятник разведчику Владимиру Мордвинову. Своими же руками правоохранители облагородили и эту территорию перезахоронения неизвестных солдат у памятника защитника Малгобека. Для полицейских это особая миссия. Мы не имеем права забыть наших великих победителей, которые воевали в 1941-1945 годах. Это наш долг, это для нас честь. Второе. Это, значит, патриотическое воспитание молодого поколения. Показать личный пример. Мы офицеры России. Мы должны не только говорить и показывать, как надо делать. У многих полицейских здесь воевали деды, но важно также помнить, что и роль советских блюстителей порядка в Великой Отечественной войне была велика. На страже порядка возложили задачи, которые выходили далеко за рамки их привычных обязанностей. В суровое военное время милиционеры выявляли вражеских диверсантов, боролись с дезертирством, мародерством, паникерством и с провокаторами. Также стражи правопорядка охраняли важные объекты от артналетов, обеспечивали эвакуацию населения и имущества промышленных предприятий, контролировали, чтобы жители эвакуировались в бомбоубежища при воздушной тревоге и следили за соблюдением правил при светомаскировке и работе местной противовоздушной обороны. В пограничных районах СССР милиционеры совместно с красноармейцами вели бои с наступающими немцами. И, естественно, огромное количество стражей порядка отправились на фронт. Забота о памятниках и захоронениях воинов
сложивших свои головы на полях сражений, это символ нашей благодарности и вечной скорби о тех, кто отдал за наше право жить самое дорогое – свою жизнь. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.